Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Life Talk. Меня зовут Анастасия Быкова. Сейчас я нахожусь в Москве, и в столице нашей родины очень много наших земляков, с которыми интересно было бы пообщаться. Сегодня у нас в гостях Айра Мангуш. Привет, Айрана! Привет! Очень рада, что мы с тобой встретились в Москве. Это круто, что у нас есть такая возможность с тобой пообщаться. Айра Мангуш – математик и предприниматель. Айра – выпускница Гослицея Республики Тыва. С 2009 года базируется в Москве. Переехала из родной Тувы после поступления в МГУ на механико-математический факультет. Бывший аспирант мехмата МГУ с опытом разработки и управления IT-продуктами. Работала в компании itarget.com, руководителем i-лаборатории. Была руководителем продуктов в Mail.ru Group и в ряде стартапов. Сейчас Айра делает проекты с машинным обучением на заказ и ведет курсы по машинному обучению и анализу данных. Кроме того, Айра соосновательница проекта Digital Tuva, популярного профессионального IT-сообщества. Она ведет блог, посвященный популяризации применения математики в росте и создании продуктов, анализе данных и машинном обучении для русскоязычной аудитории. Посетила 36 стран. Верит в туристический и человеческий потенциал Тувы. Именно поэтому развивает вместе с командой туристический проект tuvami.ru. Айра ведет активный образ жизни, занимается спортом и саморазвитием. Айран, не так давно тебе исполнилось 30 лет. Да, буквально пару дней назад. Да. Какие у тебя ощущения, какие инсайты, что вообще было в голове, какие выводы пришли к тебе вот к этому рубежу? К 30 годам, к 30-летию, мне кажется, я готовилась года 2. Дело в том, что есть такая премия у Forbes 30 до 30, да, где выделяют самых талантливых людей и награждают их по разным категориям. Вот. Этих людей выбирают несколько жюри, кто тоже разбирается каждый в своей категории. И так получилось, что очень много моих друзей, близких, они все попали в эту премию. Мне очень хотелось тоже туда попасть. Вот. Я очень рассчитывала с предыдущим своим стартапом попробовать туда зайти, то есть у меня прям была такая цель, но в итоге не получилось. Вот. Стартап закрылся в этом году, и я продолжаю делать предыдущий проект, который у меня был такой, скорее, сайт-проект. Сейчас он выходит на передний план. Вот. И поэтому ощущение того, что вот такой рубеж близкий, он меня преследовал несколько лет. Вот. А в этом году какое-то полное принятие возраста и понимание, что это только начало новых интересных свершений. И поэтому ощущения супер классные. С одной стороны, очень много получилось сделать, очень много интересного получилось попробовать. А с другой стороны, есть еще множество возможностей сделать что-то из большого списка своих желаний, всяких мечт и так далее. Да, в детстве ты всегда думаешь, люди, которым 20 лет, это старики, а в 30 лет уже все, помирают и так далее. Вот. И как-то дошла я до этого возраста, и на самом деле очень рада, очень здорово получается сейчас выстраивать свои планы. Короче говоря, я очень спокойно пережила, можно сказать, 30-летие и планирую много всего веселого на следующие лет 10 точно. А если бы тебе предложили вернуться в свои 20, ты бы согласилась сейчас? Думаю, нет, потому что столько всего происходило, я так активно переживала много достаточно интенсивных событий, которые у меня происходили. То есть происходил такой этап взросления, какие-то мечты не сбывались, и, в общем, это тяжело далось эмоционально, поэтому, мне кажется, я уже это пережила второй раз, мне это не нужно переживать. Это очень классный опыт, но в целом, думаю, вряд ли. А где ты сейчас трудишься, над чем ты сейчас работаешь? Я работаю последние 2,5 года на себя, как я уже сказала, я делала
несколько стартапов. Один из них закрылся весной этого года. Вот, получается, что все последние 2,5 года я пытаюсь самостоятельно выстроить бизнес. Это достаточно сложно. Я многому учусь, многое получается, многое не получается. Но это такой путь, и я понимаю, что надо продолжать. Это очень интересный, сложный путь, с одной стороны, с другой стороны, очень веселый, потому что у тебя много свободы, есть большая ответственность, и ты учишься как-то познавать мир совсем другим способом, нежели если бы ты работал на кого-то, на компанию или на человека. А почему ты решила работать на себя, а не на компанию? Ты же в Mail Group работала, правильно? Да, последнее место работы было Mail.ru Group, и кажется, что в какой-то момент я осознала, что я не могу работать на кого-то. Это, мне кажется, самая правильная мотивация вообще уходить в свой бизнес. Когда ты понимаешь, что у тебя другого выхода нет, и это твое призвание, что ты идешь по своему пути, ты понимаешь полноценно, зачем ты это делаешь, ты готов, в общем, на все последствия этого выбора, ко всем последствиям этого выбора, и это самая правильная мотивация. А можешь подробнее рассказать, что случилось? Почему ты вот вдруг пришла к этому решению, что все, ты не можешь работать на кого-то? Это, опять же, это решение не произошло вдруг. С 2014 по 2017 год я работала в стартапе, то есть это была маленькая компания, iTarget, представитель Фейсбука и Инстаграма в России. Про это я достаточно часто в постах тоже писала в своих соцсетях. Дело в том, что поработав внутри стартапа, который вырос там из нескольких человек до сотни, увидев, как выстраивается компания, как там процессы появляются, поняла, что мне хочется развиваться по тому же пути. Единственное, что мне было страшно, сразу же перейти и делать свой стартап, у меня не было идеи. И сначала я попробовала продолжать себя в том же направлении. То есть это рекламные технологии, я работала продакт-менеджером. В Mail.ru Group тоже было очень интересно и классно, была очень большая компания, много различных процессов, я изнутри много всего повидала, много вещей меня научили руководители более опытные, которые там были, и это здорово. Но в какой-то момент я осознала, что так уже не может продолжаться, и время тоже бежит, и надо пробовать делать свое, тем более я про это уже давно-давно думала. Мне кажется, первый год, когда мне пришло в голову попробовать что-то свое, это был 2016, когда я ездила на обучение по программе Hive в Калифорнии. Вот, тогда я подумала, что было бы здорово начать что-то свое в области образования. Всегда хотела заниматься обучением людей чему-то полезному, так, чтобы улучшать их жизни. И вот в 2018 году, когда я работала еще в Mail.ru Group, мне пришла в голову идея попробовать поразвивать образование в мире, математическое образование в мире. И я начала смотреть то, как выстраивается математическое образование в США. Мне это показалось очень интересным. Вот. Единственное, что не все, опять же, оправдалось. Первый рынок, с которого нужно было начать, на самом деле, оказалось более простым. Это в России стартовать. Вот. И в России я попробовала начать курсы не по математике, то есть не для детей, которые учат просто математику, а для взрослых, которые тратят деньги на дополнительное образование или на образование профессиональное, вот, для того, чтобы получить профессию дата-сайентиста. Расскажи, пожалуйста, как появился проект Digital Tuva, для кого он, на кого он направлен, кто аудитория этого проекта? Мы делаем Digital Tuva в первую очередь для молодых ребят,
в Туве, у которых есть вопросы, связанные с самореализацией. Мы стараемся отвечать на эти вопросы с помощью каких-то новых профессий, новых трендов в направлении, связанными с IT, с диджиталом, с цифровыми профессиями, поскольку нам кажется, за этим будущее, и все текущие профессии, они рано или поздно будут интегрированы с IT и с диджиталом. И кажется, что повышение осознанности в этом направлении, насмотренности очень сильно поможет в будущем Туве решать вопросы, связанные с трудоустройством. Digital Tuva — это несколько проектов, и это сообщество. То есть я начну с сообщества. Сообщество у нас в основном базируется на Телеграме. У нас 2 основных чата. Один такой общий, где мы обсуждаем новости, связанные с IT, с диджиталом, с будущим республики, просто какие-то общие вопросы, тоже связанные с темой. Есть подчат, где сидят одни айтишники, то есть это разработчики, и обсуждают вопросы, связанные с разработкой. Мне кажется, это прикольно, потому что приходят ребята, пишут какой-то запрос с кусочком кода и спрашивают: ребят, никто не знает, помогите, пожалуйста. И там ровно точно такой же запрос можно закинуть в Stack Overflow. Это специальная площадка, где разработчики спрашивают друг друга про то, как решить ту или иную проблему, если у них код не работает. А у нас получается живое такое сообщество, где все специалисты по всем направлениям собраны в одном чате, и это наши земляки. То есть это бэкэнд разработчики, фронтенд разработчики, дизайнеры, это дата-сайентисты, аналитики, то есть все собраны, все работают в очень клевых компаниях, на клевых позициях, и здорово, что мы все общаемся и помогаем друг другу, то есть прям такая супер теплая поддержка в одном месте. Кроме сообщества у нас также есть проекты, которые мы делаем последние 2 года, то есть мы только-только стартовали, 2 года, конечно, это небольшой срок, но с точки зрения построения коммуникационной платформы, мне кажется, у нас здорово получается. Мы провели весной первую конференцию Digital Tuva, зимой в декабре у нас будет 2-я конференция. Тоже, она будет в онлайне или в офлайне? Она у нас проходит в офлайне. Онлайн мы дублируем то, что происходит через такую, скажем, прямой эфир, телемост с Тувой. В этом году мы постараемся провести конференцию, в том числе и в Кызыле, то есть, чтобы у нас были 2 трека в Кызыле и в Москве, связать это все трансляцией на нашем YouTube-канале, через несколько трансляций. Поэкспериментируем, я думаю, что все получится. Основной проект, который мы сейчас делаем, связан с туризмом, то есть нам хочется, чтобы мы могли через диджитал-каналы продавать туры в Туву. Один из туров, он достаточно такой дорогостоящий, и целевая аудитория — это предприниматели, которые могут себе позволить за круглую сумму съездить в далекие края, особенно по стопам президента, посмотреть все красивые места, особенно те, которые попадают на телеканалы. Там следующая история. Мы действительно смогли продать эти туры. Единственное, что в наши планы все время вмешивается ковид. Я надеюсь, что после завершения, после какого-то, я не знаю, финала, когда мы все выйдем из ситуации этой с пандемией, наш проект продвинется, и действительно мы видим здесь много поддержки, как и в республике, так и вне ее. Это, собственно, то, на что мы делаем большую ставку. Другие проекты, они еще мелкие, то есть они еще пока в зачаточном состоянии, связанные с благоустройством Кызыла, дворов в Кызыле. Это вопрос, который мы сейчас активистской группой решаем через небольшие акции, такие как ремонт и благоустройство дворов выборочно, и создание вокруг этого такой
шумихи. Я надеюсь, что этот проект у нас получится. Вот участники сообщества Digital Tuva, ты сказала, что они все крутые ребята, которые работают в разных крутых компаниях. Да. А непосредственно в Туве у нас как-то эта профессия востребована вообще? Половина ребят, кто состоят в нашем сообществе, они работают удаленно прямо из республики. То есть они работают на компании, которые зарегистрированы, может быть, в Москве, может быть, в других странах, но сидят в Туве, тратят деньги в Туве, то есть вносят, скажем, вклад в бюджет, да, в бюджет республики. Конечно, было бы здорово, если бы ребята работали на компании, которые основаны в Туве, и налоги там же оставались. Но я думаю, что это шаг, следующий шаг, и через несколько лет такое будет возможно, что у нас в Туве будут много айтишных компаний, которые смогут... своя долина силиконовая. Ну, с учетом того, что российское правительство очень много денег выделяет на создание IT-клубов, различных организаций, которые помогают айтишным компаниям проще и лучше, в общем, организовывать там свои офисы, всю операционную часть на местах именно в регионах, то, скорее всего, будет какой-то рост этих компаний. Ну, как минимум, мне кажется, не мешать с точки зрения там, юридических вопросов для айтишных компаний или показывать то, что как-то правительство это поддерживает, транслировать это в массы. Это большой плюс для того, чтобы больше компаний возникало, которые решают какие-то айтишные вопросы для других компаний, для других заказчиков и приносят деньги в республику. Как ты вообще видишь будущее Тувы? Ну, есть некая, скажем, идеальная картинка, мечта, к которой хочется стремиться. И это, наверное, путь развития, по которому сейчас идет Республика Якутия или Республика Татарстан, у которых очень хорошо получается защищать бюджеты республики на формирование IT-кластера. Что это такое? Это несколько организаций, которые, в общем, функционируют по определенной айтишной стратегии республики, вот, которой не хватает нам. И я надеюсь, что она в ближайшем будущем появится. Из организаций и в обеих республиках есть фонды, которые инвестируют в малый-средний бизнес, в крупный бизнес и в интересные проекты. Это правительство и госорганы, которые помогают там, с защитой бюджета на разные тендеры, связанные тоже с айтишными направлениями. А этого действительно много, и в Туве, мне кажется, вот сейчас есть такой, скажем, поворот в эту сторону с развитием Минцифры. Вот. Я в это все очень сильно погружена в связи с тем, что как-то прям хочется разбираться с вопросом, куда идут наши налоги, вот, как можно помочь республике, которая дотационная, действительно там, на 80% бюджет ее сформирован из федеральных средств. Если мы так живем, значит, здесь, наверное, что-то интересное для республики можно сделать. Вот. Ну да, собственно, я рассказала, что это компании, фонды, акселераторы из организации. Это действительно в Туве возможно. И мне кажется, всем, кто заинтересован в развитии своих компаний или в поиске, собственно, айтишных профессий, нужно в эту сторону обращать внимание уже сейчас, потому что уверена, что через год уже какие-то телодвижения в эту сторону прям заметные будут в республике. Смотри, а если бы тебе предложили приехать в Туву и вот заняться этим вопросом, возглавить, так скажем, вот развитие вот этого всего, ты бы согласилась? Ну, у меня пока нет ответа на этот вопрос, потому что мне никто не предлагал. Вот когда зададут этот вопрос, тогда и подумаем. Смотри, я прочитала у тебя в блоге как раз-таки информацию по поводу запуска твоего проекта. Вы, я так понимаю, вместе с командой, правильно?
начали делать курсы по ML. Мгм. Во-первых, для непосвященных, что такое ML? Мгм. И ты пишешь, что вы все-таки решились на это. Мгм. Видимо, это было сложно Мгм. изначально, да? И почему вы все-таки решились это делать? Мгм. Как я уже говорила, у меня такой опыт, что я занималась одним проектом, тоже образовательным, но он закрылся. А, И я поняла, что, в принципе, у меня достаточно хорошо получается делать курсы по машинному обучению. ML, собственно, это и есть машинное обучение или machine learning по-английски. Что это такое? Что это? Ну, ты слышала про искусственный интеллект, насколько это Да. глобальная, масштабная, хайповая тема. И мы все много очень фильмов на эту тему тоже видели. Да, очень много sci-fi, сейчас очень много различных блогов, нейросети постоянно что-то делают, какой-то там общий искусственный интеллект, вот это все захватывает наше инфопространство. И Россия, как ни странно, в этом во всем принимает непосредственное участие в мире. Россия поставщик очень большого количества специалистов по искусственному интеллекту в мире, наряду с Индией и с Китаем. То есть Россия и постсоветские страны. То есть не Америка. Нет, не Америка. Америка как раз принимает этих специалистов в своей компании, производит она их тоже достаточно много, но меньше, чем вот эти страны. Постсоветское пространство, Индия и Китай производят половину всех специалистов по искусственному интеллекту, и я уверена, что этот рынок будет расти гораздо быстрее и сильнее, потому что сами направления, связанные с искусственным интеллектом, они развиваются, становятся более хитроумными. Искусственный интеллект становится частью любого технологического бизнеса. Ты это не замечаешь, но на самом деле он прям повсюду. Допустим, сейчас нас снимает несколько камер, а внутри камер встроены специальные алгоритмы, которые захватывают изображение, делают автофокус и всякие разные интересные штуки, которые контролирует нейросеть. Или ты открываешь Инстаграм, у тебя есть алгоритм ранжирования постов, вот этот самый умный алгоритм, который всех бесит. Вот. Это тоже пример алгоритма искусственного интеллекта. Вот. Собственно, искусственный интеллект окружает нас везде. Его основная задача — это оптимизировать и улучшить жизнь человека, да, технологии. Ну или там помочь кому-то заработать больше денег. А вот как ты думаешь, не получится ли так, что уже искусственный интеллект будет управлять человеком, а не человеком? Я думаю, нет. Я сейчас постараюсь ответить на вопрос, собственно, что за курсы я делаю, а после этого перейдем. Да, хорошо. И когда я поняла, что мое математическое образование и опыт в IT мэчится, ну, то есть соотносится с трендами на рынке образования, поняла, что надо идти в эту сторону. Единственное, что жалею, что не сделала этого интенсивнее, быстрее, более агрессивно 2 года назад, вот, когда это все развивалось. В прошлом году, когда я уже созрела, что мне нужно более активно в это направление вливаться, и мы запустили курсы вместе с Физтехом по машинному обучению, стало понятно, что игроков стало очень много за год. То есть это как раз... Конкурентов ваших. Да, это компании, в которых, например, инвестировал Mail.ru Group, это Skillbox, Skill Factory, сейчас есть Geekbrains и так далее, очень много компаний, и вот мы тоже вместе с ними вступили, скажем так, в бой. И сейчас я понимаю, что очень сложно, потому что маркетинговый бюджет гораздо больше. Там Mail.ru Group еще владеет ВКонтакте, MyTarget, то есть трафика у них сильно больше для формирования лидов. А мне приходится придумывать всякие разные способы, как дешевым способом привлечь аудиторию. И это, естественно, гораздо сложнее. Есть еще отдельно Яндекс. У Яндекса своя стратегия искусственного интеллекта, свои школы очень крутые.
Вот. И сейчас я стараюсь идти по пути не конкуренции, вот, это идти больше в топ-образование, а не в профессиональное образование. Это единственный сейчас способ расти в этой конкурентной среде. И вот я сейчас все думаю, вообще не сплю ночами, мне прям снится ночью какие-то, что нужно сделать с маркетингом, какие курсы нужно создать, чтобы оставаться на плаву. Ты не говори, да. Вот. Вот, собственно, это все курсы, связанные с тем, как такие алгоритмы делать, и больше связанные с доп. Образованием. Как создавать проекты, как решать задачи конкретные, но пока что курсы не связаны с тем, как стать аналитиком данных или машин-лернинг специалистом. По такой стратегии мы едем с моей командой сейчас. А у вас в команде много человек? Ключевых людей, кроме меня, еще двое. Мой партнер по бизнесу и такой крупный специалист в направлении работы с текстами в искусственном интеллекте Давид Дале. И кроме него еще наша помощница, которая мне помогает со всем подряд, и с Digital TV, и с другими моими какими-нибудь сумасшедшими идеями, это Ангар. Вот, у нас пока, да, трое, получается, в команде. Ну и время от времени нам помогают волонтеры, люди, кого я приглашаю на курс. Вот, например, в последний раз были много-много спикеров, которые просто согласились на вечер прийти рассказать про свою работу. То есть очень клевые специалисты из разных компаний. У нас даже на курсе был Коля Давыдов, который у Дудя был в Силиконовой долине. Очень хороший инвестор, друг, замечательный человек. Вот, много таких прекрасных людей, кто просто согласился к нам на курс прийти и выступить спикером, что прикольно. Давай теперь к искусственному интеллекту вернемся. Как ты считаешь, почему все-таки он не сможет победить человека? Дело в том, что искусственный интеллект, на самом деле, это вот машинное обучение — это такое направление в искусственном интеллекте, которое связано с программированием и только с программированием. То есть это алгоритмы искусственного интеллекта, это то, что написано кодом. Код пишет человек, и, к счастью, пока что нету алгоритма, который осознанно может придумать алгоритм под решение какой-нибудь творческой задачи. Вот. И именно это, то есть вот эта творческая составляющая, описать задачу, придумать, откуда достать данные, потому что алгоритм должен обучаться на данных. Вот это и первое, и второе — это супер творческие сложные задачи, которые, к счастью, искусственный интеллект пока что не может решить. И в будущем, я не знаю, мне кажется, даже в ближайшие 10 лет чего-то близкого не будет, к счастью. То есть все вот эти фильмы фантастические, где машина практически уже становится и чувствует как человек, да, и способна вот испытывать вот эти эмоции, это все-таки фантастика. Да, это все же фантастика, и я прям уверена, что чего-то похожего на Джарвис или там вот это все пока что Unreal, просто потому что ученые не могут, например, даже приблизительно сымитировать мозг мотылька. Вот сейчас бьются над этой задачей. Если они не могут воссоздать мозг мотылька, и это слишком сложная задача для ученых, что уже говорить про мозг человека. Огромная разница. Скажи, ты трудоголик, позволяешь ли ты себе отдыхать? Я трудоголик, я не позволяю себе отдыхать. Это моя большая проблема. И из-за этой проблемы у меня постоянно происходит выгорание, разочарование, неуспевание по планам и так далее. Вот. Я признаю это. Ты как-то делилась, опять же, в своем блоге о том, что несколько лет у тебя была терапия у психолога. Как сейчас обстоят дела? Слушай, терапия, на самом деле, вопреки тому, как в Советском Союзе это воспринималось, и как, наверное, у более взрослого поколения это воспринимается, это такой способ поддерживать свое ментальное здоровье в хорошем состоянии. То есть я для себя
за последние 4 года, пока занималась сначала по КПТ, это когнитивная поведенческая терапия, и потом у меня психоанализ последний год, это уже отдельное направление с гештальт-терапевтом. Я корректировала свое поведение для того, чтобы проще и лучше жить, достигать своих целей, меньше конфликтовать с людьми, чувствовать себя более счастливой и так далее, и так далее. То есть это не проблемы, связанные там, с какими-то нарушениями психики, как многие думают. Хотя и это тоже нормально. То есть у нас в кризисные периоды действительно у некоторых людей могут быть выгорание, депрессия или сложные клинические заболевания, что сейчас достаточно часто происходит. Возможно, связано с тем, что мир усложняется, вот, и этому способствует в том числе интернет и наша вот эта связанность очень сильная. В общем, да, я занимаюсь терапией и продолжаю ей заниматься, и призываю всех ей заниматься, потому что это действительно возможность поддерживать себя в тонусе и быть здоровее, более счастливым и транслировать более такие здоровые установки в мир. Можешь ли ты сказать, получилось у тебя или не получилось перестать гнаться за жизнью, вот за этим успешным успехом и постоянно быть в какой-то погоне? Мне кажется, нет. И что интересно, вот как раз под 30-летие я думала над этим вопросом. С одной стороны, я перестала в общем, гонять себя тогда, когда у меня нет сил. А с другой стороны, я поняла, что какие-то амбициозные цели — это то, что мне нужно, по крайней мере, в ближайшие 5-10 лет, и я продолжаю этим заниматься, чуть лучше слежу за своим здоровьем, чуть лучше фильтрую различные цели, идеи, мотивы, чтобы у меня не было каких-то, знаешь, навязанных целей сверху, быть успешной, там, еще что-то, просто делать то, что мне интересно. Вот, поэтому и да, и нет. И мне кажется, это нормальная история, когда ты изнутри чувствуешь целесообразность того, что ты делаешь. Это часть твоего глубокого замысла. Вот так. Как-то ты отключаешься, не знаю, там, от социальных сетей или что, чтобы не видеть вот эту вот идеальную картинку. Многое я уже сделала. Например, я отписалась полностью от новостей, потому что они супер травмирующие, мне кажется. Отписалась от многих людей, чьи ценности и то, что они транслируют, мне тяжело даются. Я чувствую, что это создает много негатива, вот такие вещи. Наверное, я научилась еще говорить «нет» людям, которые не подходят мне или не разделяют моих ценностей, быстрее говорить «нет». И поэтому сейчас чувствую, что балансировать проще, но это, знаешь, еще один этап. То есть, мне кажется, я все равно достаточно молодая, неопытная, и впереди у меня еще больше каких-то таких сложных ситуаций, и каждая ситуация чему-то учит. Вот, поэтому с одной стороны да, с другой стороны нет. Вот. Это такой путь. О чем ты мечтаешь, если ты мечтаешь? О чем я мечтаю? У меня супер глобальные мечты, и, не знаю, мне кажется, их даже стыдно немножко озвучивать. Почему? Расскажи. Мне бы хотелось, чтобы в мире прекратились войны. Я об этом очень сильно мечтаю. Мне кажется, самая большая проблема в мире — это насилие физическое и ментальное. И с уменьшением насилия человечество будет становиться лучше, здоровее и будет процветать. Вот. Именно насилие порождает все проблемы, которые возникают у человечества. Вот это моя основная мечта, ради которой хочется что-то вообще в жизни делать. Начать можно, да, с себя, начать можно с республики, с каких-то понятных сообществ, людей, на которых ты можешь влиять.
Ну, А есть какая-то личная мечта? про себя, про свою жизнь. Да. Написать книгу или много книг. Я сейчас работаю над этим вопросом. Вообще, я пару лет назад, да, уже почти пару лет назад училась в Шанинке на курсе по современной литературе, точнее, современным литературным практикам. И вот я постепенно готовлюсь к тому, чтобы написать книгу. Да. Круто. Очень круто. А о чем будет она? Первая моя идея была написать книгу про женщин, про их роль в мире. Вот. У меня такой был прям сюжет супер такой цепляющий. Но потом я пообщалась с современными писателями, кто, кстати, преподавал на курсе, очень известными писательницами, и поняла, что то, что я себе нафантазировала, это супер попсово, и все про это пишут, и, скорее всего, будет сложно в этом направлении реализоваться. Это не такое модное, и вот это вот все. И, в общем, я поняла, что мне нужно больше развивать свою насмотренность, читать больше современной литературы, посмотреть, куда все идут, работать над своим стилем, над тем, как я пишу тексты, потому что это, я поняла, что пишу я ужасно, и с этим надо что-то делать, надо практиковать, но это тоже классные инсайты, то есть от которых ты можешь дальше развиваться. Ну и финальный вопрос. В чем истина? Я верю в метафизику, в существование абсолютной истины, которая независима от человеческого сознания, и поэтому вот она существует, и вопрос такой, то есть у меня нет ответа на этот вопрос, вот, истина в истине, то, что она существует отдельно, она есть. Вот, и мы на нее никак не влияем, вот, зато мы ее можем изучать. Вот, и как человек, у кого такое научное образование, и в целом я хочу посвящать все больше и больше своих каких-то личных исследований и работы в этом направлении, думаю, что да, истина, нельзя ответить на этот вопрос, исходя из того, как я ее понимаю. Вот. Все. Супер, спасибо большое, Айра, что пришла, поделилась опытом, рассказала много интересных вещей. Я думаю, нашим зрителям это будет полезно послушать. И самое главное, возможно, кто-то задумается и тоже захочет пойти в IT-сферу. Я тоже на это надеюсь. Спасибо большое за приглашение. Было очень приятно отвечать на эти вопросы. Мне прям реально было интересно. Супер, спасибо.